Наконец-то прикупил я материал для пола, 45-ку. 45-ка на 4 метра. И уже, наверное, где-то, наверное, уже неделю я отдыхал, ничего не делал, потому что у меня материала не было. Вот они доски эти 45-ки, но разные, там где-то потолще, где-то потоньше. Пилорама так пилит, так себе, подгорбильная. Третий сорт. Первый сорт у них 5500, а этот вроде как за 3500 мне дали. И из этого 25 штук я их взял. Я думаю, что хватит. И займемся сегодня птица. Птица. От холода, от дождя, наверное, прячутся здесь. Здесь все равно теплее, и может что-то они на корм ищут тут. Уже они как-то кормятся здесь. У меня рябина там за этой черемухой. И всю рябину они уже съели. И малину тоже, наверное, также едят, кушают. Так, и сегодня 31 августа. 31 августа. На улице очень холодно, непривычно как-то после жары. Прохладно сегодня. Сейчас еще два слова покажу, как выглядит мой огород. Вот смотрите, вот это идеал сорт. Уже все, ботва уже практически нету. Все. И уже будем скоро копать картошку. А вот сорт Аврора. Вон, смотрите, как все. Крепкая ботва еще у него. У этого сорта. Так что этот сорт выносливее, чем идеал. Но идеал намного вкуснее даже. Очень мне нравится сорт идеал. Так что сейчас будем заниматься очередной, как же они, что за птицы с размером этих, как сказать, как рябчики. Охота, рыбалка, что-то на них тоже охотились, что-то какое-то блюдо делали, варили их, или жарили, не помню уже. Вон. Руки дрожат. И сразу вот хочу еще показать. Вот смотрите. Конек я сделал из профнастила. Кусок профнастила у меня 2-метровый был. И отлично получилось, я вам скажу. Я уже не стал покупать. Там покупные коньки. Где-то рублей 300, наверное, они метр стоит. А это остатки у меня там 1,10 м, наверное, ширина у профнастила, и где-то высота волны где-то сантиметр, вроде помнится. Все нормально, ни одной щели нету. И тут еще я пеной обработал. Там немножко оставалось пены. Вот тут это дело я еще и здесь, чтобы снег меньше заходил, а там осталась еще щель. Ничего делать я вообще не буду. Здесь большие, огромные щели. Вот были, я запенил, там немножко пена оставалась после того. Других работ я дома делал. И 4 угла там пропенил. Так что и вкратце буду показывать, как я буду делать пол. Вон такая щель у меня. Вот щель я пропилил. На глаз тоже ничего не отмечал, так косо так. Но здесь я спилил. И можно, конечно, вот тут еще спилить. Где-то сантиметра 4 вот примерно взять и боком так спилить. И этот уголок надо отсюда выбить. Но я, наверное, топором, может, буду работать. Или, может, тоже спилю. Но на это бревна буду я ложить тот самый пол, о котором я уже много говорил. Здесь я
Этот уголок уберу. Здесь будет конец доски. Буду ложить. А здесь придется еще ставить подкладку из досок по уровню, так примерно там посмотрю, какая доска понадобится, где-то сантиметров 2-3, это бревно ниже, и тот тоже. Ну это уже сперва начну чтобы 4 сантиметра здесь 45-ка здесь ровно лежала, а там уже как что понадобилось. Даже я думаю, где-то 40-ка на подкладке придется ставить. Ладно, будем работать. Погода самое то, не жарко, прохладно даже. Чтоб лишнее не брать, я вот такой кусок доски взял, из которого я буду делать пол. И иногда бывает так, примериваю. Вот так ставишь примерно, чтобы ровень было. Все равно доска еще сырая. Немножко подсохнет, и если чуть-чуть будет торчать, это ничего страшного. И все бревно я вот так делаю вообще. Без линейки, без отметки, без никакого, здесь никакого чертежа нету. Вот примерно, все примерно. Вот так будет порог и сразу пол. Доску у меня некоторые подгорбильные, там третий сорт, вон обзол такой. И вон смотрите, как я складывал. Все, что более хорошие с этого конца, остальное там обзолы, там подгорбиль, это в той стороне. И здесь я ровно сложил. Но все равно некоторые где-то сантиметров 3, наверное, здесь ровно спилю, а там уже что понадобится, там какой
какая длина доски, там уже остальное спилю. Ровно тоже можно спилить всю пачку. Так что не надо складывать туда-сюда. Где вот самое лучшее, в одной стороне чтобы было. Ровно сложил и уже отсюда мерку берешь с этой стороны, а там уже все лишнее спилишь. Надо уже там спилить. Вот такие дощечки остаются с обзолом. И еще какие-то недостатки. Это все я спиливаю. Ровно 2 штуки сперва спилил. Там размер посмотрим. Размер посмотрим, и если все подойдет, уже по этому размеру будем пилить все остальное. Такой вот жалко, что материал из елки. Лучше, чтобы было из сосны. Но выбора нету. Хоть это. Вот так вот. Так. Я боялся, что последнее бревно ниже, а оказывается наоборот. Даже чуть-чуть выше. Где-то на сантиметр. Это тоже лишнее придется убрать. А здесь сантиметров 3 в середине добавить. И все четко будет. В принципе, нормально. Первая доска пошла у меня. Первая доска. Здесь вот на бревне. На бревне она. В середине пришлось поставить подкладку. Там 25-ка. 25-ка доска. И еще вагонка сантиметрная. Толщина. Или полтора сантиметра. Ну, в общем, вот такое количество высоты пришлось добавить. А там третья доска, наоборот, чуть-чуть, где-то сантиметра 2 приходится мне рубить, ну, верхний слой убрать. И все ровно. Так что я занят пока этими делами. Но тут уже все подровнял. Там еще немножко буду рубить. Половина уже готова, и вторую половину. Сперва я здесь доски положу, а там уже перекину это сено, и буду уже ложить остальные доски. Так что вроде все как получается. Я думал то третья доска тоже чуть ниже. Думал, придется тоже подкладку ставить, она оказывается наоборот выше, чем средняя. Вот так, ровно.
Не надо подгонять, обрезная. Если подгорбыльная, там, блин, приходится пилить там, еще топором работать, дорабатывать. А здесь все ровно получается. Так, последняя доска остается. И тут уже поуже. Придется спилить, там подогнать по размеру, какой понадобится. В принципе, уже все. Пол почти готово. Тут небольшая щель. Здесь пила как-то гуляла, видимо. И на самом видном месте вот так получилось. Но уже переставлять ничего не буду. Пускай будет. Щель так щель. Пол будем подметать, через этот щель будет мусор уходить. Опа. Жалко даже как-то у меня обувь грязная, вон доска свежая, все топтать. Четко ровно получилось. И пока не забыл, еще в двух словах покажу вам. Говорили, что одно бревно мало. Но у меня в задумках было, и я поставил вот еще в середине. Но это даже ни к чему. 2 метра выдержит любой сугроб. А, ну, пускай будет здесь диаметром 10, наверное, бревно. С одной стороны и здесь еще. Вот тут. Вот так на брус так поставил. Ничего там сложного нету. Ничего не прикрепил. Там стоит и стоит. Никуда не уйдет. Так, а это основная стойка у меня, угольник там. Угольник. Все. Вот так вот. Работаем потихоньку. Работа кипит. Сейчас еще надо убрать эту доску. Когда я креплял там эту стойку, это я уберу, и еще остается вот здесь. Последнюю доску здесь еще поставим. Еще прибивать ничего пока не будем. 1 год так эти доски будут сохнуть, и ни одну доску не прибьем. Просто с конца там может прижать сверху досками, чтобы не крутилось, там не шаталось. А так 1 год пускай так сохнет. Ну что, ребята, будем считать, что пол в гараже у меня готово. Ушло у меня 20 материала, 20 досок. 45-ки, вот такие 45-ки, 20 досок. И 19 полных, 14 сантиметров ширина. И еще клин сюда, еще кусок. Немножко спилил половину доски и клин забил туда все. Все дела. Все ровно, четко. И все эти доски я не прибивал. Прижал я вот этой доской, одной доской. Вот здесь гвоздь, в конце второй, третий, 4 гвоздями. 4 гвоздя я прибил и прижал вот этой 25-ка или 23-ка, наверное, доска. И в том конце также я сделал, только доска уже другая, как бы, не свежая, но нормально тоже. В конце там не достало на это. 2 доски я прибил к бревну. Все нормально. Вот у меня уже, можно считать гараж готовым. Уже здесь сено под крышей, уже под дождь ничего не попадает. Остается только ворота на гараж сделать и еще полки. И все, будем работу
заканчивать. Вот как, четко, классно. И сейчас Никита приходил, говорит, здесь можно телевизор, и можно, конечно, и стол подставить, и стол поставил, и буржуйку, и живи, сколько у тебя. Летняя кухня. Окошечко сделал, и вместо летней кухни тоже. Так что некоторые думают, как избушку делать. Так, прибил доски, буржуйку поставил. И главное, дрова, чтобы были, и не замерзнешь. Ну, это щели, это нормально, пусть продувает. На этом я сегодня за работу буду заканчивать. Остается только закрыть ворота, и гараж можно считать уже готовым. Полки сделаю и ворота. Но это уже в следующей серии. А на сегодня все. Всем пока. Ждите следующую серию. Будем закрывать, делать ворота гаража.